Раз, два, три. 3, 2, раз. Раз, два, три. 3, 2, раз. Раз, два, три. 3, 2, раз. Зритель, коль пришел, так зри. Мы сейчас покажем сказки. Сказок будет ровно 3. Сказки эти непростые. В их основе назидание. Нам для разума задание. Назидания непростые. Ведь в основе назидания ценность крайне важных знаний. Знания эти непростые, в них есть очень крепкий стержень. Истину она содержит. Истина-то непростая. Истина-то непростая. Истина! О, истина! Какие 3 слагаемых в жизни полагаемы? В этом мире каждому нужны 3 слагаемых. Вот об этом нам беседу провести желаемо. Если вдруг все в этом мире становится сложно, товарищ, ты попробуй быть чуть осторожным. Следуй советам, внемли каждому слову. Наши примеры есть в жизни основа. Сегодня собрался разумный контингент. Нашли для беседы удобный сей момент. Чтоб мысль донести, мы все здесь инструменты. Всем миром управляют всего 3 элемента. Итак, дорогой зритель, мы начинаем нашу первую сказку о первом важном элементе. Как красиво! Подходит? Мое! Мое! Мое!
Девчонки, смотрите, что нашла. Здравствуйте, дети. Я не буду ее играть. Сама играю эту старуху. И я не буду играть. Мое. Ее. Ее. Как у дочери, у ханской, волосы в тугие ветви. Ханской дочери прекрасней не сыскать на белом свете. Внученька и впрямь пригожа, светятся глаза, как звезды. По плечам ее струятся волосы, как будто волны. Красота нужна для пира, а ты стала белоручкой. Не умеешь ты трудиться. Стыдно бабушке за внучку. Бабушка, ну почему ты все нотации читаешь? Без того я очень редко к тебе в гости приезжаю. Как у дочери уханской, брови выгнуты дугой, щечки розовые и свежие, словно яблочки зимой. Ты хотя бы научись-ка шали кружева вязать. Погляди, берешь петельку и вот так опять. Шаль вязала, шаль моя не круглая. До тебя бы долетела, да душа не бабочка. Я работать не желаю. Лень не красит, к сожалению, никогда. Никого. И ленивица жена мужу точно не нужна. Не нужна. Коли родилась на свет, от безделья толку нет. Лишь умелых рук творения украшают белый свет. И умелая хозяйка тесто намесить должна, раскатать то тесто скалкой, мелко нарезать тукмас. Нарезать тукмас. Если в доме будет чисто, дом сверкает, как алмаз.
И посуда, и одежда, чтобы радовало глаз. И посуда, и одежда, чтобы радовало глаз. А когда ты отдыхаешь, и тогда не забывай, чтоб себе и людям в радость шаль пуховую вязать. Научись вязать, научись делам. Ручки мои белые, ручки мои нежные, заставлять трудиться вас? Нет, не весело. Эх ты, неумеха! Эх, доченька, всех ленивых околдует очень злобная юха. Ох, она ленивых любит. Вот раскаешься тогда. Лет 17 тому было. Хана звали Байгильде. И беда вдруг приключилась. Сын пропал, и на тебе. Говорят, что был красивым, но ленивым ханский сын. Знай, валялся на перинах, а теперь он у юхи. Бабушка, все это сказки, хватит нервы мне трепать. Ой, подруженьки, пойдемте землянику собирать. Стойте! Есть обряд уши кусать. Значит, ты жених с невестой. И вот с сыном Байгильды обручена внучка с детства. Девушки, найдите мне ягоду. Ягода! Я нашла! Нет, мелкая. Ищите еще. Я нашла. И это невкусное. Ищите еще. Ягода. И тут поднялась буря. Я шайтан в лесу дремучем. Я живу и бед не знаю. Как увижу я зверюшку или кого там, покусаю. А что делать мне в лесу? Все шайтаны так живут. Нет, придется укусить. Это смысл жизни всей. Если укушу кого, жить не будет веселей. Нет, не кусай меня, я невкусная. А что делать мне в лесу? Все шайтаны так живут. Как увижу я зверюшку или кого там, покусаю. Погоди, не кусай. Подожди чуток, шайтан. Я невкусная совсем.
вкусно, это бишбармак. Бишбармак? Бишбармак, что-то очень уж знакомо. Что это? Бишбармак. Запах, будто нос щекочет. Где мой бишбармак? Бишбармак. Должно быть вкусно, а не то страшись укуса. Ну, посмотрим, как готовишь. И посуду ты помоешь. Приберешься в моем доме. Я схожу за зверобоем. Ох, зачем мне ее жалко? Не пойму себя, однако. Дочь ханская теперь всем подала пример, как плохо избалованную быть. Спасется ли она, или горькая судьба ждет девушку на жизненном пути? Ручки мои белые, ручки мои нежные, руки неумелые, как же тесто месится. Мука, топор. С чего начать? Топор, топор. Мука тоже нужна. Вилка, башмак тоже пригодятся. Соль, яйца сгодится для бишбармака. Все. А если вдуматься всем нам, зачем же думать о труде, когда на свете есть диван и так прекрасен белый свет? О, время, я тебя тяну, и блюз ленивых я пою. Как от шайтана избавиться мне? Как же найти путь домой через лес? Звери ужасные там. Капают слезы, да смысла в них нет. Так и померк для меня белый свет. Что же, такая судьба. Ленива была, запылилась душа. Спесивой, недоброй и грубой была. Отныне счастливой не быть. Бабулечка, можешь простить? Трудиться тогда не хотела я зря, и даже шайтан не полюбит меня. Надо работать всегда. Если сверкает твой мир чистотой, будет уют, будет свет и покой, истинная красота. Açıl olasın,
А что делать мне в лесу? Все шайтаны так живут. Ну, готов, Бишбармак? Бишбармак объедение будет нынче. Наслаждение. Все несу, шайтан. Будет славным Бишбармак. Тонким Бишбармак бывает, и во рту как будто тает. Это что же? Бишбармак? Дрянь и гадость — это факт. Врать надумала девчонка. Ручки твои белые, ручки твои нежные. Каждый палец из 5 укушу, того и жди. Знакомая вещица. Серебряный пояс. Подарок отца из Бухары. Пояс из серебра из Бухары. Да, так оно и есть. Из Бухары. Подарок хана. Мол, моим зятем станешь ты, и дочка верною женой однажды станет. Чую человеческий запах. Кто это? Девушка, не бойся зря. Юха это, мать моя. Что ленивица попалась? Лень прекраснейший порок. Все ленивые в шайтана превращаются легко. Ведь душа ленивца пыль, он из грязи состоит. А на ручки посмотри, белоснежные поди. Потому что все ленивцы быстро портятся, увы. Белоснежные ручонки только миг уже в грязи. Попалась. Сейчас я искривлю рученьки твои. Сейчас они станут лохматыми. Пока не стала я шайтанкой, позволь мне подарить, шайтан, из серебра бухарский пояс, подарок моего отца. Какой пояс? Бухарский пояс. Серебро. Хан подарил мне то добро. Ты был однажды сыном хана. Тебя Юха околдовала. Сейчас я вас уничтожу.
Сейчас я вас съем. Погоди-ка ты, Юха. Ты не злая, знаю я. Не согрелась душа, лютою была зима. Шаль свяжу пуховую, будешь ты с обновою. Тоже скажешь, я свяжу. Ну, свяжи, я погляжу. Шаль вязала моя мама, песни пела, помню я. Ах, красавица-девица, рад помочь тебе всегда. Шаль мы вяжем не от скуки, получается прилично. Пусть глаза боятся, руки делают все на отлично. Все отлично, все на месте, делаем работу вместе. Надо же, мне шаль связали. Мягкая, душа ликует, теплая, душа поет. Все, оттаяла душа. Как я в шале хороша. Подойди же, мой шайтан, расколдую тебя в раз. Будешь вылитый ты хан. Шаль пуховая мне в радость. Больше ничего не надо. Светится моя душа. Я красавица на диво. Нет, теперь я не Юха. Так молодые вернулись домой. О приключениях своих рассказали. Ему приглянулась ханская дочь. Ханский сынок ей пришелся по нраву. Свадьбу решили сыграть молодым. Но уж как в детстве ушей не кусали. Когда молодые остались одни, понятное дело, они целовались. И вот закончился рассказ. Я истину постиг сейчас. Безделье рук – твой главный враг. Пусть руки трудятся всегда. О, друг мой, время не тяни. Будь себе другом, черт возьми. Первая сказка подошла к концу. И что мы усвоили? Руки наши милые. Какими должны быть? Умелыми. Руки наши милые для работы созданы. Тесто месить, нарезать тукмас, руки пусть умеют просто на ура. И пилить дрова, и колоть дрова.
ничего не стоит умелым рукам. Хлоп, 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 пусть умелым будут руки, если ты не остолоп. Шали вязать, шить и вышивать, руки пусть умеют просто на ура. Вырезать из дерева просто красота, ничего не стоит умелым рукам. Наводить красоту на лицо всегда, руки пусть умеют просто на ура. Лампочку вкрутить, само собою да, ничего не стоит умелым рукам. 120 разных дел – просто ерунда, руки пусть умеют просто на ура. 70 ремесел хватит нам пока, ничего не трудно умелым рукам. Дорогие дети, а теперь вторая сказка о втором элементе. Я играю. Нет, я играю. Я играю. Нет, я. Играйте оба. Сабантуй, любимый праздник. Ждали мы его весь год. И теперь повеселиться собирается народ. Сабантуй, сабантуй. Нет, нет, я совсем не понимаю, что за глупость, что за вздор. Праздники, пустое дело. Так о чем же разговор? Милая, мне растолкуй, кому нужен сабантуй? Сабантуй, сабантуй. Ну пойдем же, милый мой, на веселый сабантуй. Мы попляшем, отдохнем, радость в нашу жизнь вдохнем. Сабантуй, сабантуй. Что же ты снова начинаешь, милая моя жена? Ведь разумно объясняю, суета нам не нужна. Эх, как сядем на телеге, да на праздник мы махнем, до темна туда доедем и с утра гулять начнем. Сварим целого барана, силушки набраться, и пойдем мы на Майдан удалью тягаться. Эх, быстрее, путь далек, поторопимся, народ. Состязание с утра, выезжать уже пора. Сабантуй, сабантуй! Милый, надо торопиться, ведь с друзьями по пути. Опоздаем, нам придется через темный лес идти. Тихобай, Тихобай, что же ты медлишь, Тихобай? Забирайся к нам в телегу, поскорее, Тихобай. Я же сказал нет. Каждый год тоскуем дома вместо праздничного дня. Тихобай ты мой, тихоня, лучше бы пошла одна. Больше я не собираюсь этот праздник пропускать. Даже если мне придется путь сквозь лес одной искать. Волки пусть меня сожрут, кости люди подберут. Ты останешься один, смертной скуки, господин. Ой, беда, но что же делать? Веселиться не хочу. Но иначе плохо дело. Потеряю я жену. Дорогая, постой! Какой еще лес? Старуха, где мы? Дорогой мой милый муж, сердце рвется из груди. Хоть не лих ты и не дюж, постарайся нас спасти. Посмотри, какой гриб, может съесть? Мы теперь из-за тебя по лесу должны идти. Может, хоть какой шалашик попадется на пути. Ничего не вижу, старуха. Кто же через лес дремучий вынудил меня идти? Посмотри, там свет горит. Может, хижина где? Если так, мой Тихобай, мы с тобою спасены.
Эй, есть кто дома? Хозяева дома? Никого нет. Как тепло, красиво, уютно. И звери не страшны. Давай отдохнем, мой тихобай. Тихо спи. Мы страшные бесы. Мы очень опасны. Сочувствия не знаем, ведь бесы ужасны. Бесы-победители, бесы-победители, бесы-сокрушители и поработители. Вмиг мы дело завершим, не обольщайтесь. Боитесь и верно, с жизнью прощайтесь. Вот это сюрприз! К нам гости пожаловали. Здравствуйте. Узнали? Какие же вежливые, однако. Сейчас. Мы вас напугаем. Сейчас мы вас защекочем, а потом уж задушим. Боитесь? Заблудились мы в лесу. Больше в жизни не пойдем мы на треклятый Савантуй. Не моя была вина в том, что в лес пошла одна. Смилуйтесь же, дорогие. Больше не придем сюда. Сейчас мы вас защекочем, а потом мы вас съедим. Может, нам потанцевать? Настроение поднять? Может быть, они, как люди, любят весело плясать? Хочешь нас повеселить? Это будет в самый раз. Перед трапезой сейчас нагуляем аппетит. Эх, сыграй на мандолине. Пусть в округе шум стоит. Сам сказал, сами пляши. Начинаем перепляс. Ноги резвые у нас. На гостей вы не серчайте. К вам пришли мы в первый раз. Поскорей пускайся в пляс. Ты ведь не плясал у нас. Хоть и не плясал у нас, все движения в самый раз. Мне тут в голову одна мысль хитрая пришла. Может, мы их утомим, сами быстро убежим. Продолжаем мы плясать и подошвы стирать. Пусть подошвы в прах сотрутся. Нам на это наплевать. Эй, а вот так сможете сплясать? Эх, уже молодость вспомнилась. Давай, старушка, вместе. Старушка, бежим!
Сабантуй, сабантуй! Конные скачки! Гоп, 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 гоп! Все готовятся бежать, но из нашего села нет лихого бегуна. Мы забрали все награды, мы село прославить рады, но из нашего села не было лишь бегуна. Гоп, 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 гоп! Вперед! Кто же это? Что мы видим? Это же наш Тихобай. Самым первым добежал наш Тихоня Тихобай. Эх, Тихобай, Тихобай, ты отчаянный малец. Ах, какой же удалец. Будешь теперь лихобай. Лихобай, лихобай. Всех быстрее добежал ловкий, быстрый лихобай. Лихобай, лихобай. Давайте все вместе! Так давайте бегать, прыгать, топать, весело скакать. Будем вместе веселиться и нещадно танцевать. Мы танцуем от души, радоваться поспешим. Ты не стой, как остолоп. Ноги производят скорость для вращения земли. Искры сердца зажигают, из-под ног летят они. Наши ноги помогают нам в грядущие попасть. Бодро пусть они шагают, не позволят нам упасть. Ноги пляшут, ноги скачут, ноги прыгают, ноги топают, ноги грохочут. Ноги взбираются, ноги спускаются, ноги садятся на шпагат. Ноги идут, ноги ступают, ноги шагают, ноги топчут. Ноги приходят, ноги уходят, ноги танцуют балет, ноги танцуют и степ. Ноги, 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 ноги разные бывают. Длинные ноги, короткие ноги, кривые ноги, тяжелые ноги, легкие ноги, стройные ноги, толстые ноги, тихие ноги, лихие ноги. Значит, основную мысль уловила детвора? Пусть быстрее света ноги вас уносят со двора. Если ваши ноги вяло семенят едва-едва, то не ноги, а ходули, так их наречет молва. Мы танцуем от души, радоваться поспешим. Ты не стой, как остолоп. Сегодня посмотрели разные сказки, вняли мудрости этих сказок. А теперь о любви вам спою, прекрасно исполню песню свою. Правил царь в одном царстве, и была у него дочь-красавица. Красотой она всех пленила, и герой наш главный влюбился. Он признался в любви красавице, и царской дочери он приглянулся. Но тут оборвались все чувства. Герой оказался трусом. Сватов засылали мне Камыр батыр, Акъял батыр, Дандан батыр, Угатар батыр, Югырек батыр, Ертыңлар батыр, Кулюртлар батыр. И тот с блестящей головой, погладишь, и рука скользит, плешивый таз батыр. И были смельчаками все, достойные моей руки. Посмотришь только ты на них, глаза сверкают, как клинки. Но ни один из них, увы, не стал навек моей судьбой. А почему? Да потому, что вдруг я встретилась с тобой. Но если выберу тебя,
Змеи боишься, как огня. От мышки крохотной дрожишь, от пса испуганно бежишь. И в угол прячешься от кур. Я труса приведу домой. И что мне скажет мой отец, и братья с сестрами, и мать? Что о тебе мне рассказать? Нет, я не выйду за тебя. Ах, сердце нежное мое, оно сгорает от любви. Сумею музыку сыграть на струнах девичьей души. Играть на струнах ремесло прекрасное, а что потом? Враг нападет вдруг на страну, захватит землю и наш дом. Что нужно юношам тогда, не знающие страх сердца? Ах, сердце милое мое, в руках моих кисти перо. Пишу стихи я по ночам, пишу картины по утрам. Поэт да редкий человек. Пиши картины и стихи. Но если встретится нам зверь в какой-нибудь лесной глуши, что нужно юношам тогда, не знающие страх сердца? Вот истина, жизнь есть борьба. Победа будет впереди. Но утонченные сердца порвутся, ты того и жди. Нужно для каждого из нас не знающие страх сердца. Почему таких, как я, рождают? Мое сердце мягкое, как вата. Моя жизнь череда страданий. От всего увиденного страшно. Трус! В этот час, наверное, по миру совершают подвиги батыры. Но я сижу тут, и мне жутко, боязно мне от любой зверушки. Змейка превращается в дракона, мышка видится слоном огромным. Трудно жить, закрыв глаза и уши, боязно мне от любой зверушки. Дочку царскую я полюбил навеки, но не выберет она меня, не ждите. Почему трусливым человеком мама родила меня, скажите? Сын мой, больше не печалься, слезы горькие не лей. Хватит сетовать на маму, маму лучше пожалей. Сердце храброе дается малышам не до рождения. Человек его находит, коль желание имеет. Значит, у меня есть шанс сердце храброе найти. И тогда я с дочкой царской свадьбу можем провести. Посмотри, сундук ты видишь на вершине той горы. Золотой сундук откроешь, сердце храброе внутри. Все так просто. Я немедля стану храбрецом тогда. Назову ее невестой, буду с нею навсегда. Все так быстро разрешилось. Нет, никто в подлунном мире не рождается батыром. Оказалось, все так просто. Ищешь храбрость, так найдется. Мы страшные волки, зубы кинжалы. Мы кровожадные твари. И в бегстве нет толку, пощады не знаем. О, жертва, тебя очень ждали. Ой, отстаньте вы, волчара, некогда мне слушать байки.
Я бегу за храбрым сердцем, так что от меня отстаньте. Я медведь, хозяин леса. О, как я изголодался. И хочу, чтоб кто-то в лапы сытным ужином попался. Косолапый, что же встал-то? Видишь, времени в обрез. До горы хочу добраться, и препятствий полон лес. Вот уже горы вершина, сердце бьется все сильней. В сундуке весь смысл жизни. Ну давай же поскорей. Если будет сердце храбрым, буду сильным и бесстрашным. Путь проделал я не зря, восхитится дочь царя. Прочь, проклятая змея! Здесь сбываются мечты. Сердце я возьму сейчас и прижму к своей груди. Эх ты, неумеха! Где же сердце? Мое сердце. Почему оно исчезло? Может, кто его украл? Может, старец мне солгал? Что случилось? Что стряслось? Сердце храброе мое. Вот дошел я до вершины, только сердца не нашел. Старец, я тебе поверил. Оказалось, это ложь? Вот и дальше людям верь. Трусом был, и трус теперь. Ты, сынок, не кипятись. Здесь горячность ни к чему. Успокойся и уймись. Все сейчас я объясню. Ты прошел опасный путь. Много видел на пути. Сердце, что хранил сундук, все, оно в твоей груди. Ты волков не испугался. Косолапый враг исчез. Ты уже, сынок, без страха. Чего больше? Ты храбрец. Ждет тебя Батыра слава. Сердце храброе в груди. Твоя трусость, твоя слабость, все осталось позади. Вот наша грудь и сердце в нем. Благодаря ему живем, чтоб счастье было впереди. Батыра сердцу быть в груди. Я слышала, любимый мой, опасностей был полон путь. Я слышала, любимый мой, зверье там нагнетало жуть. Прелестная, ради тебя на что угодно я готов. Во мне сейчас и навсегда Батыра сердце. Вот оно. Чтобы вечную была любовь, ее нужно оберегать. А для защиты от всего Батыра сердце нужно нам. Дети, вы поняли, вы теперь в курсе.
Борются с ленью умелые руки. Прогресса процесс ускоряют ноги. Есть сердце Батыра, чтобы все было в норме. Дети, вы поняли? Вы теперь в курсе? Борются с ленью умелые руки. Прогресса процесс ускоряют ноги. Есть сердце Батыра. Все было в норме. Вот он наш, совершенный человек. На свет приходит совершенство, великие дела вершить. Должно быть имя непременно, таким же и великим быть. Отныне имя тебе, Батыр. О совершенство! О совершенство! Отныне имя тебе, Батыр. Бойтесь, бойтесь, я ужасный, кровожадный и могучий Аждаха. Я сейчас не в настроении. Где любимая еда? Девушки, вот вкуснотища. Нежно, сочно, ох, мечта. Если девушек не сыщу, то Батыр сойдет тогда. Всех Батыров побеждаю, есть у этого секрет. Тот секрет никто не знает, ведь умнее меня нет. Бегите, бегите. Неужели пришел конец нашему Батыру? И неужели он станет пищей для Аждахи? Ведь он еще так молод. Не верится. Эй, Аждаха, чуток постой. Еще не факт, что победишь. Не силой рук, ног быстротой. Умом померяемся мы. Перед смертью мой совет: не позорься, перестань. Набирал я 1000 лет трехголового ума. Голова твоя с орех. Как туда вместится ум? Ой, я лопну, смех и грех. От тебя один лишь шум. Коли умный, то давай ты загадку разгадай. Над домом сверкает пол каравая. Вот, бедняга, нет ума. Очень просто, то луна. Сейчас тогда еще одну. И не лает, и не пускай. Что ха-ха? Я не знаю, ты знаешь? Я знаю, поэтому ха-ха. Очень просто. То замок сам попался на крючок. Что ж, прощайся, наконец. У нас времени в обрез. Погоди-ка, мысль есть. Рановато меня есть. Мысли, мысли, где же вы? Ум, скорее меня спаси. Живут на этом свете два Батыра. Батыром белым и Батыром черным в народе их зовут. Но мирно они не могут жить, и упорно при каждой встрече обнажаются мечи. Мечи искрятся и звенят в бою жестоком. И победит вначале белый, потом победу забирает черный.
И так 2 раза в сутки эти битвы. Вражда батыров, то вселенский рок, и ненависти нескончаем срок. Мәңгі давам итәр нәфрәт. Бұл Йыһандан килгән нәүбәт. Эй, аждаха! Ак батыр һәм кара. Есть 2 батыра. Белый батыр и черный батыр. Кто они? Ты знаешь? Нет, не знаю. Куриная башка. А ты тыквенная башка. А ты пустая башка. Ох, скажи мне ответ. Где отгадка, аждаха? Не ответил мне никак. Тот, кто белый, это день. Тот, кто черный, это ночь. Кто умнее из нас? Скажи. Ты. Слава, слава, батыру слава. На злого аждаху найдена управа. Слово аждахи мы много натерпелись. Надеждой жили мы. Теперь поем мы песни. И пусть цветут сады, товарищи, ура! И ждут нас впереди великие дела. Значит, дети, в этом мире каждому нужны умелые руки, задорные ноги, храброе сердце. А самое главное — умная голова. А теперь все вместе. Руки умелые нужны, ноги задорные нужны. Нужно сердце храброе и голова умная. Но важнее 100 крат, чтобы ум был в голове. Все бессмысленно тогда, если в голове привет. Без ума я никуда, мысли цинкают всегда. Нужно быть трудолюбивым, быть проворным и спортивным, быть не страшным, а бесстрашным и быть умным. Если есть всего начало, все кончается однажды. Вот и мы пришли к финалу нашей сказки. Дети, взрослые, мы снова ждем вас всех в уютном зале. Снова ждем на представлении наших сказок. Мы вам сказку рассказали, а вы истину познали. Это важно.